Приветствую вас, дорогие раки, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 18 по 24 марта. Я продолжаю записывать прогнозы на моей новой колоде Панорама. Круглая колода будет уже на следующей неделе. Ну, все как обычно. Кубики, 4 основные сферы, 5 карт, с одной картой настроения, все как всегда, другая только колода. Смотрим, раки, период с 18 по 24 марта. Покажите мне настроение раков, личную жизнь, работу, финансы и здоровье. 5 карт подряд. С 18 по 24 марта. Настроение ваше, личная жизнь, работа, деньги и ваше самочувствие. Так, теперь кубики. Покажите мне, пожалуйста, для раков период с 18 по 24 марта. Седьмой дом выйдет на первый план. Седьмой дом – это отношения, это вы и кто-то. Может быть, кто угодно, в принципе. Вы и любимый человек, вы и там родитель, вы и ребенок, вы и начальник, вы и коллега, кто угодно. Я думаю, карты мне подскажут. Это могут быть и какие-то финансовые вопросы, например, вы с кем-то можете решать. То есть по картам я увижу, что это за партнерство выйдет на первый план. Вот еще может быть подсказка Козерог. Человек может быть Козерог по знаку зодиака, по Солнцу или по асценденту может быть Козерогом. И смотрите, вам выпадает Юпитер. Юпитер – это планета удачи, счастья, это планета подарков, изобилия, расширения, то есть в какой-то жизни произойдет расширение, увеличение чего-то. Опять же, по картам я сейчас увижу, где именно, да, вот какие подарки вам принесет Юпитер. Сейчас разберемся. Смотрим настроение. Туз Пентаклей. Прекрасно. Вот сейчас у меня выпадало у близнецов тоже. Вот смотрите, если, например, вы по Солнцу рак, а по асценденту близнецы, видите, карты дублируются. То есть у вас, получается, на настроение выпадает одна и та же карта. Поэтому очень хорошо, если вы будете смотреть прогнозы по двум знакам. И если карты будут дублироваться, это вот большая вероятность того, что это реально может произойти. Туз Пентаклей. Прекрасное состояние, прекрасное настроение показывает, что вы будете таким везунчиком. Высшие силы на вас обратили свое внимание. Это карта защиты. Вы находитесь под защитой высших сил. Они перед вами открывают любые двери. Видите, такая арочка открытая. То есть открытые двери, пожалуйста. Если ты что-то хочешь, только этого пожелай, мы тут же для тебя вот все организуем. Поэтому у вас будет четкое ощущение, понимание того, что вот вам как-то несказанно везет на этой неделе. Опять же, это карта изобилия, так же, как и Юпитер. Это то, что дается нам даром. Туз Пентаклей – это когда тебе говорят: на, бери. Ты ничего перед этим для этого не сделал. Тебе просто это дают. Опять же, карта подарков. Так что подарочек какой-то будет. И, ну, как бы понятно, что любые подарки нас радуют. Всегда приятно получить подарок. Поэтому, конечно, любой подарок поднимает настроение. Карта показывает, что вы будете очень-очень даже довольны на этой неделе. Может быть, это подарок в вашу жизнь приведут какого-то человека по седьмому дому, партнера, второго человека, с которым у вас будет удачное какое-то партнерство, союз, там, альянс и так далее. Давайте смотреть по сферам. Будем разбираться сейчас. Личная жизнь. Смотрим. Нет, это точно не личная жизнь, потому что здесь карта показывает, карта одиночки. Девятка жезлов – это когда я никого не пускаю в свою личную жизнь. Ну, в смысле, к себе не подпускаю. Поэтому здесь нет. Здесь речь о партнерстве точно не идет, наоборот. Здесь карта мне показывает, что в личной жизни вы очень закрыты. От любимого человека, от семьи, от детей, от родителей, неважно от кого. Это карта такая, знаете, когда человек, как улитка, прячется в ракушку, и его оттуда вот невозможно из этой ракушки достать. Так что в личной жизни, к сожалению, но здесь карта выпала не самая приятная, скажем так. Она неприятная больше не для вас, а для вашей семьи, потому что вы, в принципе, себя в этой ракушке чувствуете достаточно комфортно, спокойно, в безопасности, я бы так сказала. Но, возможно, близким будет не очень приятно, потому что они будут видеть, как вы закрылись. Вы закрылись, спрятались, и вот не выходите на контакт. Поэтому тут больше как бы им неприятно, а не вам. Видите, забор. Построили забор, говорите: ко мне не подходить, меня не трогать на этой неделе. Я, да, ушел в себя, вернусь не скоро. Поэтому вот так. Ну, в принципе, если кто-то смотрит на раков, просто задача не трогать раков, они там сами
проживут все эти эмоции, всю эту историю, и потом сами выползут. Поэтому не надо пытаться выковырять, да, достать их из этой ракушки. И все. Так что так, в личной жизни карта показывает просто, вот она, скорее всего, будет на паузе, потому что любая девятка, она показывает паузу. Она говорит, я ставлю свою личную жизнь на паузу, и пока ей не занимаюсь. Вот так. Даже если вы один или одна, то же самое. Пока мне эта тема не интересна, все. Смотрим дальше. Работа. На работе что? О боже, еще и на работе разбитое сердце. Да что же это такое? Ну, тут как раз, смотрите, может быть, как вариант партнерства проиграется как предательство, а не как какие-то позитивные. Но, опять же, мне нужно потом еще эти карты будут открыть, тогда я уже смогу сделать выводы. Но, значит, на работе. На работе также у вас может быть разочарование на этой неделе. Кстати, вот это настроение девятки жезлов, вы можете его с работы приносить. Вот вы можете приходить, как туча, и да, вот молча дома проводить вечера. Просто потому, что вот у вас такое, на работе вам кто-то его испортил, это настроение. Каким образом это может происходить? Разные мнения на работе ваши и они не сходятся. Допустим, у вас там по какому-то вопросу разные мнения, никто никому не уступает. Это может быть, вылезет какая-то правда на работе о ком-то, вы узнаете правду матку. Это может быть 3 мелкие проблемы, которые придется вот решать здесь и сейчас. И они, карта показывает, доставляют много неприятностей. Возможно, приходится расставлять точки над «и». Если вы руководитель, то эта карта часто показывает, что приходится кого-то увольнять, и тебе очень не хочется. То есть тебе этот сотрудник нравится, но тебя обстоятельства вынуждают его увольнять. Вот может так у кого-то проигрываться еще тоже. То есть когда я делаю что-то, когда, вы знаете, голова – это когда голова против сердца. Когда голова понимает, что надо, а сердце говорит «не хочу». Вот так эта карта объясняется. Как вот она уже у вас проиграется в событиях, мне сложно сказать. Но точно то, что вы будете делать, вы будете понимать, что надо, но вы не будете хотеть это делать. Вот так будет. Так что вот такая история. Надо через «не хочу». Ну, может быть, конечно, и какая-то вот такая неприятная история здесь может быть. Хорошо, смотрим дальше. Дальше идут деньги. Тоже, смотрите, паж мечей. Паж мечей. Конфликтная ситуация с кем-то по поводу... Возможно, у вас на работе вот это проиграется история. Вы можете с кем-то поругаться из-за денег. Какая-то вот тема будет связана с финансами. С зарплатой, может быть, клиент будет какой-то возвращать заказ или покупку. И вот карта показывает прям ссора, конфликт, споры, выяснение отношений, какое-то вот несогласие, нагнетание ситуации. Когда кто-то со стороны, со спины что-то делает. Вот паж мечом всегда делает со спины. Поэтому я думаю, что вот это партнерство, 7-й дом, у вас проиграется в сфере финансов. Финансовой сфере. Что-то вот кто-то сделает там какую-то подлянку по финансам, и вы должны быть к этому готовы. И, возможно, этот кто-то находится на работе. Может быть, поэтому, знаете что, поэтому туз пентаклей в вашем случае может показывать, что вы обеспокоены финансами еще. То есть, мое состояние внутреннее крутится вокруг финансов, вокруг денег, потому что здесь какая-то неприятная ситуация. А смотрите, как интересно. Борьба. И нарисованы 1 меч в руках, вот я сейчас только заметила, и 2 меча, видите, 1 целый, 1 поломанный, 3 меча. И вот они, эти 3 меча. Связаны, вот эти ситуации связаны. Вот я так чувствую, что они будут связаны у вас с работой. Получается, значит, это кто-то на работе. 7-й дом – это кто-то на работе. Кто-то вот как-то вас подставит, обманет, что-то сделает за вашей спиной, распустит какие-то сплетни, может быть, и это повлияет на ваши финансы. Так что вот обратите на это внимание. Ну, давайте посмотрим здоровье. Что со здоровьем? О, боже мой, 10 мечей. Это, кстати, знаете, что еще может быть? Больничный, 3 мечей. Больничный, и, возможно, вы рассчитывали на кого-то, что кто-то будет выполнять за вас вашу работу, а человек, например, откажется.
Может быть, даже так. И вам придется в таком тяжелом состоянии еще выполнять какие-то свои обязанности по работе, либо какие-то дела. Если вы не работаете, то это могут быть дела, которые вы не можете переложить на других. Человек просто отказывается вам помочь. Понимаете? Я думаю, что для вас вот это партнерство проиграется, знаете как? Вы в каком-то человеке, у вас в окружении есть человек, и вы поймете, что он не такой вам друг или не такой хороший там, приятель, родственник, как вы думали. Откроется какая-то правда об этом человеке, в тот момент, когда будет нужна его помощь, он или она вам не помогут. И вы вот поймете ну, его сущность, скажем так. Ну, десятка мечей – это, конечно, проблемы со здоровьем. Это проблемы со спиной, это тяжелые вирусные заболевания какие-то, вот когда они тяжело переносятся. Это когда человеку тяжело дышать, когда вот прям задыхается. Десятка мечей, когда очень сильно не хватает воздуха. Падение с высоты, вот тоже нежелательно где-то вот быть на высоте на этой неделе, потому что это карта большой высоты. Что здесь еще? Операции может показывать, незапланированные, неожиданные, незапланированные операции тоже могут быть. Какие-то уколы, возможно, придется делать каждый день. Десятка мечей, вот прям каждый день какой-то надо укол или капельница. То есть, когда твое тело прокалывают. Так что, ну, вы сами видите. Ужас. В общем, ужас, а не неделька. Что я могу сказать? Конечно, девятка жезла выпала. Какая тут личная жизнь, если тут вообще такое происходит, со здоровьем проблемы, на работе какие-то неприятности, ну какая тут личная жизнь? Ну не до личной жизни точно. И туз пентаклей здесь, видите, он проиграется. Он, знаете, как вам говорит, что бы с вами ни происходило, вы все равно под защитой высших сил. То есть, например, вот вы скажете, ну какая же это защита, если такие вот карты негативные? А потому что могло быть хуже, понимаете? Все познается в сравнении. Если бы не было вот этой защиты, этого плаща на вас, а возможно было бы все гораздо хуже. Поэтому тут вот иногда люди жалуются на высшие силы, а тут еще непонятно, да, вот как бы обернулось, если было бы по-другому. Так что это не самые страшные карты, это не старшие арканы. Видите, это младшие. Троечка мечей, паш мечей, десятка мечей. Страшно это, когда старший аркан негативный. Вот там, да, там бьет по полной программе. Поэтому, возможно, вот как раз вот этот плащ вашего ангела-хранителя вас как бы смягчит этот удар. Давайте посмотрим совет. Что за совет? Единичка плюс девятка плюс тройка. Пажа не считаем, плюс десяточка. 23. 2 плюс 3 это пятый старший аркан жрец. А жрец это всегда урок. Потому что пятерка, любая пятерка это урок, в том числе и старший аркан. Причем по старшему аркану это какой-то такой, знаете, важный урок для вас. То есть вот этими событиями вас хотят чему-то научить, показать вам какую-то правду, преподнести вам какой-то урок. Может быть, вот действительно открыть глаза на какого-то человека, чтобы вы поняли, что ему нельзя доверять или ей, что от этого человека нужно держаться подальше, дистанцироваться. Вот поэтому тут карта говорит, что это будет для тебя урок. Опять же, жрец – это и помощь высших сил тут же. То есть как бы карты говорят, с одной стороны, высшие силы тебя оберегают, а с другой стороны, они тебе пытаются тебя чему-то научить, дать тебе какой-то вот такой правильный урок. Так что я думаю, что это будет вот таким уроком. И опять же Юпитер. Юпитер это тоже защита. Вот в вашем случае он проигрывается не как какие-то дары, подарки, а он показывает, что подарком будет защита, вас будут защищать. И все. Поэтому вы вот тут, скорее всего, делаетесь легким испугом в этой истории. Так что вот так. Благодарю за внимание, раки. Понимаю, что неприятный прогноз. Ну, как есть, вы знаете. Я всегда говорю, вот что я увидела, то я вам и передала. Надеюсь, вам удастся этих ситуаций избежать, а если вы в них попадете, то вы уже будете морально к этому как бы готовы. Это уже всегда, знаете, половина дела, так сказать. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.